Студия Романа Пестерева представляет. Генеральные партнеры Fitness Life, Saha Today. «13 сентября празднование Дня города Якутска традиционно началось с торжественного молебна в Преображенском кафедральном соборе, который провел епископ якутский и ленский Роман. После торжественного молебна владыка Роман возглавил крестный ход к памятнику основателя города Якутска Петра Бекетова, где, несмотря на дождь, состоялся небольшой праздничный митинг. В крестном ходе приняли участие мэр столицы и другие представители власти, а также казаки, студенчество, школьники и прочие жители города. С иконами под колокольный звон прошли молящиеся по старому городу, а возле памятника русскому путешественнику и воеводе Петру Бекетову был отслужен праздничный молебен. Молитва совершалась на церковнославянском и якутском языках. Я желаю, чтобы наступивший Новый год жизни города был не менее созидательным, мирным и благополучным, чем предыдущие годы. Если говорить о нашем Якутске, то, как прежде, глядя на старинные гравюры, так и ныне, только стоит повернуться назад, мы скажем, что город имеет свое лицо. Оно и в храмах, и в древних, и в новых строениях. Ибо лицо – это показатель того внутреннего богатого мира, который имеют жители нашего города якутяне. Я молитвенно желаю каждому из вас обильной помощи Божией. Я желаю городу нашему процветания, градоправителю мудрости и крепости духа. Да хранит нас Господь на многое и благое. В своей приветственной речи глава города Айсен Николаев отметил, что Якутск, начинавшийся как город первопроходцев, и по сей день остается городом людей, которые, несмотря ни на какие природные условия и социальные потрясения, всегда идут вперед. Также Айсен Сергеевич поблагодарил епархию за патриотизм и вклад, который она вносит в воспитание подрастающего поколения, отметив, что история Якутска, самого старинного города на северо-востоке Евразии, тесно связана с историей православной церкви. После приветственных речей участники возложили живые цветы к памятнику основателя города Якутска, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову. Официальное торжественное открытие празднования Дня города в этом году было посвящено Году народной солидарности в городе Якутске, Году предпринимательства в Республике Саха-Якутия и Году литературы в России. Центральной ареной открытия Дня города стала площадь Ленина, где торжественное мероприятие под названием «Прояви солидарность, сделай свой город лучше» сплотило всех неравнодушных горожан от мала до велика. Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех нас с сегодняшним замечательным днем, с днем рождения нашего любимого Якутска. Якутск – это самый старейший город на северо-востоке Евразии. Его основали 383 года назад, и именно отсюда были основаны все города Дальнего Востока России. Отсюда шли великие экспедиции на Аляску, отсюда уходил Витус Беринг, который открыл Берингов пролив, отсюда осваивалось Забайкалье и Приморье. И сегодня история Якутска, она идет вместе с историей нашей страны, Великой России. Мы являемся сегодня одним из тех регионов, одним из тех городов, которые должны обеспечить прорыв развития Дальнего Востока как форпоста нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Город развивается, город идет вперед, город смотрит в будущее. Будущее у нашего Якутска прекрасно, потому что в нашем городе живем мы с вами, люди, которые не боятся трудностей, которые в самых экстремальных на земном шаре условиях развивают самый крупный город в мире на вечной мерзлоте. Я горжусь вами, я благодарю вас за ваш труд, за то, что вы делаете в год народной солидарности. Мэр также презентовал народную книгу «383 факта о Якутске», выпущенную к 383-му дню рождения города порталом OneClick. Также сообщил, что принял предложение Республиканского общества «Асохай». И начиная с этого года традиционно в день празднования Дня города Якутска на всех площадях столицы будет проводиться День Асохая. Причем впервые Асохай прозвучит не только на якутском, но и на русском языке. От имени главы правительства республики
республики горожан с праздником поздравил заместитель председателя правительства Игорь Никифоров. От имени руководства и депутатов Якутской городской думы и ее председатель Александр Савинов. Несмотря на холодную и дождливую погоду, горожане радовались празднику и поздравляли друг друга. Стоит отметить, что в День города в микрорайоне Марха состоялось торжественное открытие нового современного здания Дома культуры «Чечир». Гости мероприятия отметили историческую значимость события, ведь поселковые и сельские дома культуры на территории городского округа не водились с 1996 года, с тех пор, как был открыт ДК в Хатасах. Сегодня, почти через 20 лет, у всего города замечательный праздник. Появился новый Дом культуры в Мархе. Мы, городские власти, придерживаемся все-таки четко своего принципа, что люди у нас в пригородах должны жить не хуже, чем в центре. Мы должны строить максимально здесь и дороги, мы строим жилье, строим социальные объекты для того, чтобы все население наших поселков могло пользоваться всеми благами цивилизации. И очень отрадно, что именно как раз на День города у нас такие замечательные события. В этот день новому клубу были вручены подарки: сертификат на 100 тысяч рублей для оснащения детской игровой комнаты, а также благодарственные письма от имени окружной администрации города Якутска людям, которые помогли воплотить проект в жизнь. В течение всего дня по всему городу проходили многочисленные мероприятия. Якутск был погружен в праздничную атмосферу. По традиции, День города Якутска завершился праздничным салютом. Горожане и гости столицы наслаждались красочным зрелищем с городской набережной. Праздничное действие длилось на протяжении 12 минут. sahatoday.ru. Ищите нас в сети. Saha Today. Агентство «Недвижимость» в Якутии. 6 лет на рынке недвижимости. Продано более 6500 квартир в новостройках, более 9000 на вторичном рынке жилья. Оформлено около 16 тысяч сделок. Мы ваш ориентир в мире недвижимости. Привлечь покупателей, поднять продажи, стать известными. Это легко. Мы вам поможем. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Отличный результат гарантирован. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Первый в республике онлайн-журнал с телеверсией «Умный город» iGorod.pro поможет читателям расширить кругозор и открыть новый взгляд на мир. Стань частью умного города. Заходи на iGorod.pro.